На прошлой неделе образцовый ансамбль народного танца «Маленький джигит» стал победителем всероссийского фестиваль-конкурса «Хрустальные звездочки». Финал проходил в столичном концертном зале «Россия», где собралось более 2000 зрителей. Вот уже 11 лет Федеральная служба судебных приставов совместно с благотворительным фондом «Кузнецкий мост» проводит уникальный в своем роде фестиваль «Хрустальные звездочки». Конкурс проходил в 4 этапа и объединяет одаренных детей сотрудников правоохранительных органов. За все годы проведения в 2018 году было подано рекордное количество заявок, почти 400, а это значит, что борьба за выход в финал разыгралась нешуточная. Сегодня в нашей студии находятся победители фестиваль-конкурса «Хрустальные звездочки», солисты образцового ансамбля народного танца «Маленький джигит» Георгий Москов и Диана Николова, а также непосредственно организаторы регионального этапа в лице заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказания по Республике Северная Осетия-Алания Олега Юрьевича Барциева. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Я все правильно сказал? Все правильно. Москов. Все верно, да? Ребят, еще раз поздравляю вас с победой. Вот с чем вы к нам приехали, это очень отрадно. Какие у вас впечатления, что же там происходило в концертном зале «Россия»? Ну, наш коллектив остался под большим впечатлением от этого концерта. Большая сцена, действительно, большое количество зрителей. Танцевать было очень приятно. Зритель был очень приятный, добрый. Отзывчивый, да, Было много аплодисментов было много. Ну, также жюри, конечно же, это величайшие люди, с которыми нам удалось встретиться лично. Ну, а в целом очень понравилось. Остались довольны. Было неплохо. Было много актеров, кто еще пели, играли на разных инструментах. Там было много номинаций, было отдельно вокал, да? Вокал, инструментал и еще хореография. Хореография. Вы в номинации хореография. Вот у нас есть, давайте зрителям нашим я покажу. Значит, первое место в категории хореография на 11-м Всероссийском фестиваль-конкурсе «Хрустальные звездочки». Сегодня эти звезды сидят рядом со мной. Но мне также хотелось бы добавить то, что это по большей части заслуга наших руководителей. Кокаев Таймураз Амбулатович и Алан Таймуразович. Ведь если бы не они и та работа, которую они проводят с нами, то этой победы бы не было. Это Олег Юрьевич рядом с вами сидит. Ну как же так, Георгий? Олег Юрьевич, давайте тогда вот к этому этапу вернемся. С чего все началось у нас в регионе? Как вы распознали этих талантливых ребят? Ну, в принципе, дети, они талантливые. Большое им спасибо за ту работу, которую они проводят. Большое спасибо их руководителям. Действительно, «Маленький джигит» — это коллектив, который не только в нашей республике известен, да, в Российской Федерации, даже за пределами Российской Федерации. Ну, что касается самого конкурса. Конкурс проходил, как вы уже сказали, несколько этапов. Первый этап он проходил непосредственно в тех организациях, учреждениях, ведомствах, которые подали заявки для участия. Затем более-менее серьезные номера были представлены в Федеральную службу судебных приставов по нашей республике. Это уже очередной этап проходил. Затем, среди тех номеров, которые были отобраны жюри, здесь тоже у нас жюри, оно вот довольно-таки серьезное. Строго отбирали, да? Строго отбирали. И по итогам конкурса те номера, те вот коллективы, которые заняли первые места в тех номинациях, которые хореография, исполнительское мастерство, были направлены в Всероссийский центральный лагерь «Орленок», который в Туапсе, в Краснодарском крае. Там вот два, если я не ошибаюсь, да, коллектива прошли? Да, два коллектива, это «Маленький джигит» и трио «Алания». Они играли на гармонистах. На инструментах, наших традиционных. То есть вы решили вот так весь колорит собрать и отправить. Почему нет, если дети... На амбразуру этих юных. Почему нет? Да, если дети действительно талантливые, да, поэтому... Хотелось бы, Федеральная служба судебных приставов, конкурс действительно проводится уже более 10 лет. Хотелось бы, пользуясь случаем, Гацовой Светланы Константиновны, которая она вот стояла у истоков здесь у нас в республике, да, она в свое время, какое-то время возглавляла Федеральную службу судебных приставов. Сейчас данное ведомство возглавляет
Игорь Кисан. Тоже ему большое спасибо за то взаимодействие, за ту работу, которую наши два управления проводят с молодежью. Но, тем не менее, в Москву поехали вы. И вы так были на передовой, и наших ребят там не оставили нигде. Ну, как бы... Под вашей защитой они находились. Ребята представляли наше управление, поэтому я обязан был, я считал своим долгом сопроводить и обеспечить достойное представление наших ребят. Вы сами тоже сказали, что конкурс такой уникальный и проводится уже больше 10 лет, но вот эта уникальность в сравнении с другими молодежными и детскими фестиваль-конкурсами все же в чем? Ну, уникальность даже возьмем, она состоит в том, что даже если посмотреть состав жюри, хотелось бы... Ну, Илья Резник, конечно, не во Илья всяком Резник, конкурсе да. сидит. Вообще вот у истоков образования данного мероприятия, данного конкурса стоял народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон. Его, к сожалению, 30 августа не стало. Он являлся бессменным председателем жюри, и все вот эти мероприятия, отборочные туры проходили под его непосредственным контролем. И участием, да? Да, к сожалению, его не стало. Иосифа Давыдовича. В состав жюри также входили Нелли Кобзон, как уже отметили, Илья Резник, Ильза Лиепа, которая обучала... Заслуженные деятели искусств. Ангелина Вовк, Юрий Николаев. Поэтому жюри было вот, очень... Ну, для ребят, наверное, быть рядом с такими великими людьми, участными в российской культуре, в становлении, развитии ее, наверное, прям большое такое подспорье было, да? Эмоционально ты понимаешь, что рядом с тобой находятся такие великие люди. А, наверное, не в каждом гастрольном туре их можно увидеть, еще и в таком количестве. Как вот вы справлялись с этим волнением, и вообще было ли оно у вас на тот момент, Диана? Волнение, безусловно, бывает каждый раз, когда стоим за кулисами, еще и с такими важными людьми. Ну, как-то старались друг друга, конечно же, подбодрить, где-то совет, где-то что. В конце концов, мы вместе, ансамбль, поэтому было не так трудно собраться, и вот результат очевиден был. Как-то Ну, а так. тебе как, Георгий? Если честно, перед выходом на сцену я как-то не волновался особо. Даже те же самые звезды, которые сели в жюри, которые стояли за сценой, они нас в какой-то степени поддерживали, и как бы это придавало уверенность. И мы, когда вышли на сцену, мы просто выложились по полной и станцевали от души и сердца. Ну, у вас такие большие гастрольные туры бывают. Возможно, это тоже как-то способствует, но при этом наверняка там были ребята, которые, может, первый или второй раз на таких масштабных мероприятиях. Вот вы понимали, что работа ваших руководителей и те гастрольные туры, в которых вы участвуете, вам как раз-таки помогала справиться с этим волнением? Да. Да, конечно, это опыт. Мы немало танцуем в этом ансамбле, больше 10 лет уже, и много ездили, поэтому, конечно, То есть опыт. ходить вы еще не научились, а танцевали уже, да? Можно и так сказать, да. Полуфинал проходил у нас в Орленке, да, и был представлен, там 34 региона принимало участие. Вот эта Да. конкуренция на тот момент, вы ее ощущали? У вас были мысли о том, что вдруг не получится пройти в финал? Да, были. Конечно. Безусловно, были мысли такие. Но мы себя настраивали только на самое лучшее. То, что мы будем в финале танцевать. Вам руководитель не пригрозил пальцем, не сказал, не возьмете, не пройдете в финал, я вас больше никуда не отправлю? Да нет, вроде нет. Как-то Георгий так замолчал, значит, было, да, пожурил вас перед этим, пригрозил, что лишит вас и каких-нибудь очередных поощрений. Ну, насколько я помню, нет. Какие сильные коллективы вот вам запомнились там в полуфинале еще? Коллективов было не так уж и много, только один танцевальный коллектив. Вот в хореографии в нашей возрастной группе это... В основном, бальный что все коллектив. пели, что ли? Да, пели и играли на инструментах. А в хореографии в основном это были сольные номера. Либо Ну, дуэт. Либо дуэт, да. Коллективов было вот, ну, может, 2-3 С только. каким танцем тогда вы представляли Северную Осетию? Мы танцевали кавказский танец. Ну, Он массовый у вас? Да, массово. ну, считается, да. 3 пары нас было. А правда, что вот на таких мероприятиях такая нездоровая атмосфера, кому там соль подсыпают, там вычеги, еще что-то? Не слышали? Вообще вот какая она закулисная, это жизнь, таких форумов, У нас фестивалей, она была конкурсов? очень дружелюбная. Все-таки Только это- здесь?
Нет, и когда мы в Орленке проходили полуфинал, прежде чем выступать, мы познакомились со всеми ребятами, которые тоже с нами соревновались на сцене. И мы довольно так крепко сдружились. И там не было такого соль подсыпать в чаи, как вы сказали. А что вы обычно делаете? Мы-то ничего не делаем. Вы ничего, но вам делают, да, явно? Там костюмы прячут, да, чтобы вы не смогли Нет, выступить такого не полностью. было. То есть, на самом деле, это все выдумки, да, скажем Да. так, откровенно. 79 лет в этом году отмечает маленький джигит, образцовый ансамбль народного танца. Отметили, точнее, вы в ноябре месяце, вот в этом месяце, в следующем году 80. Что задумали? Наверное, какие-то гала-концерты будете проводить, турне по всему миру. Раскрывайте маленькие тайны. Ну, насчет турне точно не знаем. Ну, возможно, какие-то концерты, но все-таки круглая дата, 80 лет будут. Я думаю, что если в этом году был, то и в следующем, дай бог, будет в таком же составе. Надеемся еще станцевать в этом ансамбле. Хрустальная звездочка для вас стала открытием, да? Я так понимаю, вы впервые участвовали, но при этом за спиной куча других фестиваль-конкурсов. Какие вот такие масштабные вы еще сегодня можете вспомнить? Может быть, и в этом году они проходили? А в этом году нет, но мы были вот на фестивале «Светлана», он проходил в том же концертном зале «Россия», может быть, ну, меньше года или год назад. Мы тоже с маленьким джигитом, большим составом поехали, танцевали уже 2 танца. И тоже, да, танцевали с балеринами, точно не помню уже, какие номера были, но тоже заняли, по-моему, 1-е место. Ну, То есть зал уже для них был Родной. знаком, да, Олег Юрьевич, это честно получается? В сравнении с другими-то, они, может быть, кто-то впервые там находился, а ребята уже дважды там танцуют. Ну, знаете как, здесь Практически как бы, родные пенаты. здесь здоровая конкуренция среди детей. В принципе, кто считает ну, себя, допустим, заслуженно там, представить то или иное ведомство, там, регион Российской Федерации, пожалуйста, там, в принципе, если человек достоин этого, верен. Ну, как, Но вы сами не переживали? Ну, я понимаю, Честно такой переживаю. ансамбль вы берете под опеку и вместе с ними едете. Я вот, ну. ребята не дадут, как говорится, соврать. Я вот, когда они были в Орленке, я вот когда отправлял отсюда вот в Орленок, я говорю, по-моему, вы там выиграете, ну, возьмете 1-е место. Да, Так и получилось. Поехали в Москву на финальную часть. Я говорю, там вы тоже должны выиграть. Ну, выиграете, скорее всего. Я, ну, потому что я в детях уверен, поэтому... Предсказываете, да, будущее. На этой интересной ноте мы пока прервемся на небольшую рекламу на телеканале «Осетия», а после обязательно продолжим. Не переключайтесь. Я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня в нашей студии находятся победители фестиваль-конкурса «Хрустальная звездочка». Вот и премия же возле меня. Маленький джигит. Мы остановились с вами на организационных тоже вопросах. Сегодня очень много внимания уделяется патриотическому воспитанию. Вот в этом вот роль органов исполнительной власти все же какова? То есть и Владимир Путин очень много в 2018 году уделял этому внимания и говорил, что молодежь нужно воспитывать. Как и в каком направлении сегодня работает, в частности, ваше ведомство? Ну, работает и продолжает работать Владимир Владимирович Путин, потому что 2018 год еще не закончился. Кроме того, 2018 год объявлен годом волонтера. Да. Наше управление, оно тоже проводит очень активную работу в этом направлении. Кроме того, глава нашей республики Вячеслав Михайлович Битаров данному направлению также уделяет очень большое внимание, поэтому наше управление, те мероприятия, которые проводит волонтерское движение в республике, мы принимаем самое активное участие. Это, в принципе, полезно для детей. Сегодня молодежь очень, ну, не сказать, проблематично. Есть, да, проблемы небольшие. Ну, да. прямо о них тоже мы можем сегодня говорить. Что ж, вот они, прекрасная молодежь, но не без ошибок. Я надеюсь, те моменты, о которых мы говорим, этой молодежи не касаются. Они, в принципе, в нормальном русле, в нормальном направлении и учатся, и занимаются искусством, поэтому здесь все нормально. Давайте с молодежью в этом смысле тоже поговорим. Есть вот среди ваших сверстников какие-то
проблемы, болезни, с которыми нужно бороться. Вот мы говорили в этой студии тоже с представителями органов власти о том, что по наркомании все же бывают проблемы, и ребята не знают, чем себя занять, и, к сожалению, начинают употреблять какие-то запрещенные вещества. Вот вы как полагаете, государство в каком направлении в этом смысле должно работать? Как вы это представляете? Вот вы молодые люди. Ну, я думаю, в любом случае молодежь, она должна быть здоровая, и государство должно направлять все свои силы, чтобы как-то это устранять. Ну, подростковый возраст, наверное, это, ну, бывает у многих, но немногие знают, как справиться с этим. И вот, возможно, первое, что приходит в голову, это вот, ну, наркомания, и вот нездоровый образ Распитие жизни. каких-то Да. да, алкогольных напитков. Ну, в любом случае государство должно пропагандировать только здоровый образ жизни, чтобы молодежь занималась спортом, ходила на танцы Да. те же самые и не употребляли спиртные напитки. Ну вот такого рода мероприятия, как «Хрустальная звездочка», в частности, это помогает детям вот собраться и понять, что мир-то он вот другой, он позитивный, он полон событий. Конечно, помогает даже в том плане, что вот когда дети, вот конкурсанты общаются друг с другом из разных регионов, все-таки мы узнаем что-то новое о них, знакомимся, дальше продолжаем общаться и как-то, ну, понимаем, что находимся в правильном месте и как-то... С теми людьми. Да. А вот к волонтерству лично вы как относитесь? 2018 год, кстати, Владимир Путин и называл, да, годом волонтеров. Вы вот не думали о том, что хотели бы тоже принять участие в этом большом движении? Я 2 года назад принимал участие в волонтерской деятельности. Если честно, мне очень понравилось, просто 11 класс учебы, понимаете, сами, подготовка к экзаменам, и как бы это занимает большую часть времени. Маленький Джигит, тебе сколько лет? 17 лет. А, вот сейчас у тебя 11. Я думал, 2 года назад Нет, у тебя сейчас было 11. 11. А в классе 9 я занимался волонтерской деятельностью. Мы ходили на всякие мероприятия, даже на то же самое 23 февраля, воинскую часть, где 58-я армия. Я там тоже танцевал для наших военнослужащих. Им было очень приятно. Как бы этому То есть для приносит- тебя это запомнилось, да? Да. Вот эти ощущения, 2 года прошло, а парень до сих пор это помнит. Ну что ж, спасибо вам огромное, но мы не прощаемся с коллективом «Маленький Джигит». Он подготовил для нас сегодня танец. Солировать у нас на сцене будут Ханаев Измаил и Ариана Тамати. Вы знаете этих ребят? Им Знакомы. можно доверять? Да, знакомые Ну наши. тогда посмотрим, как они танцуют.
На сцене был образцовый ансамбль народного танца «Маленький джигит» и его солисты. Сегодня это еще раз Исмаил Ханаев и Ариана Тамати. Вот спасибо вам огромное, еще раз вас с победой. Вот так вот незаметно, дорогой зритель, пролетело наше эфирное время. Впереди выходные дни, а завтра уже 1 декабря. Ладно, но это же не просто дата. Ацагайдар исом на Казар телевизором газкута махсума ханцата канан кабар устур срамагон тефир. Амаю корактан майра ваджета май сон растакрар вети это махатца. Да, все самое интересное будет завтра. Мы, правда, готовились к этому эфиру, праздничному эфиру. И я надеюсь, дорогой зритель, что ты по праву его сможешь оценить. Ну что ж, всего доброго, дорогой зритель. Забахнено тамана и на фембалтма.